информация имеет много разных профилей, да, и часто выступает в том числе как и инструмент. Осман Бей, Эльдар Бей, что для вас является рабочим инструментом в этих современных трендах и новых реалиях, скажем так, да? И реально ли заработать на маркетплейсах, раз уж мы заявили, скажем так, процесс эволюции, да, от рынка до маркетплейса? На самом деле я представляю именно техническую часть, да, и наша компания, она за время нашей работы на нашем рынке, на рынке постсоветских стран, разработала 2 маркетплейса. Соответственно, первый маркетплейс, после запуска первого маркетплейса у нас так получилось, что рынок был не готов, потому что мы… Давайте уточним, вы хотели запустить маркетплейс в Крыму, здесь. Да, мы хотели запустить маркетплейс в Крыму здесь, это был 2013 год. Мы, будучи людьми, которые притрагивались, да, и взаимодействовали с технологиями, с бизнес-моделями, которые уже были запущены на других рынках, зарубежных рынках, где они успешно развивались, попробовали повторить эту историю в Крыму. Но, к сожалению, как я и говорил, рынок был не готов. Это не означает, что маркетплейс был никому не нужен. Это означает то, что количество дивидендов, которые мы получали на тот момент, было недостаточно для того, чтобы комфортно жить. Вот. То есть мы выходили даже в небольшой плюс, но так или иначе этот опыт нам подсказал о том, что мы можем думать все, что угодно, мыслить любыми своими идеями, но когда рынок не готов, нужно воспринять это нормально, и мы благополучно прекратили работу над этим продуктом. На данный момент наша компания работает над созданием нового маркетплейса. Это международный маркетплейс. Соответственно, опыт, который мы получили при разработке данного маркетплейса, он, естественно, расширил все границы, да, и нам так или иначе пришлось интегрировать новые технологии, потому что рынок работает… Рынок просит, пользователи просят этих технологий, да, и плюс удешевление различных процессов, которые касаются оформления заказа, работа с customer development, да, когда мы работаем с клиентами, с жалобами клиентов, с отзывами клиентов. Нам так или иначе пришлось использовать новые технологии. Мы с удовольствием, конечно, как айтишники, нам это нравится, да, мы всегда в тренде находимся. Соответственно, для меня лично, как для технаря, да, эта революция, она не просто произошла, да, а мы догоняем то, что сейчас происходит в мире. И мы стараемся быть в тренде и стараемся свои косты, свои расходы, которые мы можем уменьшить, да, благодаря использованию новых технологий, стараемся это использовать, внедрять и добавлять ценность нашему продукту. Насколько, скажем так, готов, собственно говоря, бизнес включаться в эти вот технологические процессы, да, информационные, цифровые процессы? Технологии помогают бизнесу. То есть мы не говорим бизнесу, ребят, вот делайте так и никак иначе. То есть мы всегда идем к бизнесу сами, потому что наша модель – это win-win. То есть мы, как маркетплейс, должны дать нашим продавцам, да, и нашим селлерам дать максимальное удобство. Также мы должны добавить satisfaction, да, добавить хорошего пользовательского опыта нашим клиентам. Соответственно, мы от себя зависящее делаем, и технологии нам в этом очень серьезно помогают. То есть это история такая коммуникация взаимной. Вы учите бизнес, бизнес делится своими инсайдами, и вот получается какой-то продукт. Да, и мы помогаем бизнесу улучшать качество контента, который мы получаем от бизнеса, потому что вы сами прекрасно понимаете, что не всегда у бизнеса есть время заниматься контентом. То есть мы и так неплохо продаем, да, вот бывает такая модель. Но с помощью искусственного интеллекта, с помощью различных моделей, технологий мы позволяем повысить качество контента, соответственно, мы позволяем улучшить конверсию, да, для покупок и улучшить пользовательский опыт. Анонсируя и предвосхищая, скажем так, ваше любопытство, скажу, что в рамках бизнес-форума у нас будет несколько выступлений, которые будут связаны, и мастер-класс в том числе, которые будут связаны с искусственным интеллектом, как с инструментом, как правильно с ним работать, поэтому не будем приоткрывать все, скажем так, секреты и немножко оставим для будущих дискуссий. Эльдар Бей, заработать на маркетплейсе, насколько это реально? Я как представитель компании Мирам, мы являемся селлерами маркетплейсов, и мы по другую сторону от Осман Бея стоим.
Я хотел бы добавить, что в информации есть два аспекта для нас очень важных. Это достоверность и своевременность информации. Так как мы можем информацию использовать для донесения качеств, услуг, продуктов, преимуществ, также конкуренты могут использовать информацию для нечестной борьбы. И искусственный интеллект, который сейчас Осман Бей со своей командой внедряет и на нашем опыте, на наших инсайтах допиливает, да, они дотачивают способность. На ваших рисках и ошибках. Да? Да, на тех ошибках, которые мы видим в работе маркетплейсов, искусственный интеллект на данный момент может помогать фильтровать информацию, это то есть касаемо достоверности. И быстрый срок фильтровать информацию, которую оставляют нечестные, недобросовестные конкуренты. А на маркетплейсах идет конкретно сильная борьба, так как маркетплейс дал толчок многим, и толчок и понимание о том, что можно выходить, не надо бояться, инструменты все доступны, информация доступна в большинстве случаев для старта, есть во всех ресурсах. И маркетплейсы дают равные права многим, и гигантам рынка, и молодым предпринимателям, которые начинающие. Сейчас маркетплейс стал такой площадкой, которая начала потихоньку выдавливать с рынка монополистов, гигантов, монобренды, дает возможность изучить товар человеку на основании отзывов. Еще важным моментом является, что на маркетплейс зайдя, можно увидеть товар, и его преимущества, и его недостатки, основываясь на информации, донесенной другими пользователями и участниками этой уже практически социальной сети. То есть маркетплейс уже будущая социальная сеть. Мы так видим. Ну, нельзя не согласиться, что он точно формирует какие-то тренды и визуализирует запрос, скажем так, да, покупателя и потребителя. Эльзар Ханом, мы сейчас тут опять очень много говорили про информацию, и я заметила, что в обиходе и айтишников, и информационщиков есть такое понятие, как информационное предпринимательство. Раскройте тайну, что это? Это получение дохода, где главным товаром, понятно, является информация. Чаще всего это выглядит, когда экономически активный человек, представитель, предприниматель, активно продает свой опыт, свои знания, свои умения. И это все выражает в каких-то там, может, в курсах, тренингах и так далее, если мы говорим о предпринимательстве непосредственно. Вот, конечно, это сфера, которая, мы сейчас видим, что она настолько мощно развивается и действительно не просто там выдавливает монополистов, она их просто фактически уничтожает и убирает вообще этот статус монополии. И более того, такое активное предпринимательство, оно, в общем-то, на сегодняшний день его темп. А темп, знаете, какой? Вот даже по статистике мировых агентств, если сама мировая экономика в год дает где-то, начиная там, допустим, с 2015 года, где-то там 3-4-5% роста, то информационный бизнес с 15-20, уже 30% достигает темп роста своего по обороту. Вот. И на сегодняшний день информационное предпринимательство, оно вообще породило новые отрасли продажи. И мы сегодня, даже заходя как обыватели, допустим, там в любую соцсеть, мы видим, как люди, которые, по нашему мнению, когда-то, чтобы так вот обогатиться и стать миллионерами, это было практически невозможно. То на сегодняшний день, это люди, которые сегодня успешные, это люди богатые, с очень большими доходами, они на сегодняшний день уже формируют некие там налоговые поступления, правда, с ними сейчас активно борются, но я имею в виду, чтобы еще не больше давали, то есть стараются обелить их доходы. Но вот это идет таким образом. То есть раньше сложно было представить, например, что какой-то фитнес-тренер, который там, максимум, сколько она может оттренировать там групп, там 10, 20, 30, не больше, да, там умножить, пусть это на 20 человек, 500-600. На сегодняшний день у нее там 3 миллиона подписчиков, она продает свои курсы, вот я, например, ими пользуюсь, и купила свой один курс, который стоит там 5-6 тысяч, и когда нас завели в один чат, где мы все купили именно вот этот марафон, я оказалась там 58-тысячная. Вы можете себе представить, там 58 тысяч умножить на 5 тысяч. Это только один марафон, который идет всего 30 дней. То есть настолько информационный бизнес, он дает первое что? Масштабирование. Масштабирование, причем вы вложились в этот курс, вы его записали, а дальше в его масштабировании там идет до бесконечности, можно и десятками миллионов и получать доход. Второе, конечно, информационный бизнес, что позволил информационное предпринимательство? Резко снизились барьеры входа на рынок.
То есть раньше они всегда были достаточно высокими, поэтому нужны были серьезные инвестиции. Конечно, у каждой отрасли свои, но все равно без них было нельзя. То есть нужны были инвестиции для, понятное дело, приобретения там основных фондов, но опять-таки для продвижения на рынок, чтобы зайти в этот рынок. Сейчас на рынок он уже есть, он уже сформирован в соцсетях. То есть ты только благодаря своим умениям, своей креативностью, своей работоспособностью спокойно можешь заработать на вот этом информационном предпринимательстве. Я уже сказала, что... или не сказала, масштабирование, да, низкий барьер, а потом высокая маржинальность. Я про нее говорила когда о товаре, потому что мы вкладываемся вот в один курс, а продаем его, тиражируем, и там уже расходы, они не увеличиваются никак, не пропорционально, они практически уже до бесконечности остаются теми же. Конечно, есть недостатки, например, это пиратство, да, там, да, есть такое, ну и как, собственно, в любом другом бизнесе. Да. И самое такое важное, то, что мы имеем на сегодняшний день, сразу быстрый фидбэк от своего потребителя. То есть нам не нужно уже там заказывать целые вот исследования, а как заказывают, когда хотят получить ту информацию, которую соцсети, к примеру, не могут предоставить. Хотя на сегодняшний день соцсети работают так, что, в общем-то, они удовлетворяют бизнес, предпринимательство в получении той информации, чтобы двигаться дальше. Вот на сегодняшний день, просто если у человека есть умение, желание, он может достичь успеха. Алимия Ханум, давайте раскроем тайну. На самом деле у нас с Алимией Ханум были кулуарные договоренности о ее роли в сегодняшней дискуссии. Я предложила ей зафиксировать, скажем так, и сделать выводы по тем изменениям, которые с нами произошли, с нашим обществом произошли. Почему? Потому что мне кажется это важным, потому что та информация, которую можем сформулировать мы, политологи, социологи, маркетологи, несмотря на то, что социальные сети все-таки выдают какую-то статистику, она уникальна тем, что фиксирует особенности каждого общества, и это является, в общем-то, какой-то стартовой площадкой для того, чтобы организовать успешный бизнес в том числе. Что мы можем уже зафиксировать, какие трансформации случились с нашим обществом на этом этапе, вот после услышанного? Да, вот я слушаю коллег действительно с большим удовольствием, и как бы зная об этом, вот сейчас в этом еще раз убедилась, что это реальность. Это реальность реальная. То есть раньше мы готовы были видеть реальность, то, что мы видим, то, что мы слышим, то, что мы можем пощупать. Теперь мы не видим ее по большому счету, да? Но эта реальность существует. То есть это реальное пространство, которое сконструировано нами, нашими потребностями прежде всего. Второе, мы можем сказать то, что эта реальность отвечает нашим ценностям. То есть мы всегда... Даже если элементарно что-то ты посмотрел, как оно устроено, тебе выходит сверху, почти то же самое или в этом контексте. То есть мы говорим о неком конструировании ценностей, которые соответствуют нашей картине мира, нашему видению, нашим потребностям, нашим представлениям о правильном. То, что это надо, такое малобюджетное исследование, это да. Но с другой стороны, еще раз, это показывает то, каково общество на самом деле. Если я раньше, честно признаю вам, никогда не читала комментарии. Вот не читала я комментарии, не могла это читать. Вот. Ну просто, знаете, какая-то... Это же особое удовольствие. Не знаю, может, психику не хотела травмировать. Но сейчас я читаю комментарии, читаю их и вижу... Как исследовать, на самом деле, убрала, да, такой вот... Человека отключили. Человек отключился, остался патологоанатом. Вот. И здесь, на самом деле, когда читаешь комментарии, видишь очень много того, что недоступно в широком дискурсе. То, что недоступно, не на слуху. И видишь общие тенденции развития. То есть, да, вот оно пространство, вот его тенденции развития, вот возможные формы развития того, с чем мы, собственно, живем. Хотя на виду, не на плаву, не на виду в глаза не бросается. Осман Бей, Эльдар Бей, скажите, вот это вот новое время и появление вот инструментов в виде искусственного интеллекта, маркетплейсов, да, как тоже в том числе площадки для коммуникации, стало ли оно каким-то триггером, который открыло еще, скажем так, дополнительные отрасли бизнеса, да, помимо, вот, собственно говоря, самих этих площадок? Дополнительные отрасли бизнеса появились, это как коучинг, это больше онлайн-обучение. Еще каким триггером стало для нас, селлеров маркетплейсов, это то, что на рынке присутствуют, на рынке e-commerce, да, присутствуют и сами дистрибьюторы, поставщики, производители. Это нас побуждает, на производство, на собственное производство, собственные товарные знаки. Второе, искать зарубежных партнеров.
на прямые поставки товаров из-за рубежа со стран СНГ. И очень сильно дает возможность узкому направлению, допустим, как рукоделие. Люди, которые, там, допустим, в своей местности не могут сильно донести, не находят единомышленников. Ну, как наши ремесленники. Да, в e-commerce это тебе дает возможность найти своих единомышленников, свою нишу, своего потребителя. И на основании отзывов своих потребителей улучшать свои товары, качество, не знаю, расширять модельные ряды. И дает тебе личное развитие как личности, потому что ты можешь проявить себя. И дает возможность закупок, ну, как я до этого сказал, поиска более выгодных поставщиков, прямые руки, убирает посредников, которые свою маржу имеют. И на выходе, на маркетплейсах, большую выгоду получает первое, это потребитель, который получает товар с доп. Скидками, с минимальными маржинальными процентами, потому что многие селлеры идут напрямую на прямые закупки, международные закупки. Османбей, какой еще мультипликационный эффект от внедрения в нашу и коммерческую, да, и, в общем-то, и обыденную нашу бытовую жизнь информационных технологий? Ну, я думаю, то, что еще основным плюсом начинать продавать на маркетплейсах является то, что нам так или иначе нужно оставлять свой цифровой след в интернете. То есть для того, чтобы его оставить, так или иначе существуют социальные сети, но да, сейчас есть тренд, когда можно уже начинать продавать в социальных сетях. Сейчас этот тренд, он на пике находится, но так или иначе есть расходная часть, которую все любят считать, назовем так, доход, но мало кто считает расходы, да. Вот мы, как представители маркетплейса, можем заявить, то, что по факту мы для наших селлеров делаем достаточно большую часть работы, закрываем, то есть и расходную часть закрываем. Можно подробности. Да, по факту технологические расходы, да, то есть сам продукт, который мы развиваем, и те технологии, которые мы используем и внедряем, они стоят денег. То есть мы это делаем за нашего селлера и для наших клиентов. Маркетинг и реклама. Естественно, чтобы для того, чтобы знали о маркетплейсе и знали о товарных группах, которые продаются на наших маркетплейсах, мы используем рекламу и используем маркетинг для того, чтобы донести до наших конечных клиентов наших селлеров, товары наших селлеров. Мы закрываем вопросы логистики и обслуживания заказов. Это немаловажный такой пласт, который занимает очень много времени. Там очень много человеческого фактора, очень много рисков, да. То есть маркетплейс берет это на себя. Мы обслуживаем клиентов, конечных потребителей наших. Соответственно, если у них возникают какие-то жалобы и так далее, в первую очередь он не пишет селлеру, он пишет маркетплейсу. Маркетплейс обрабатывает это. И если вдруг здесь стороной конфликта является там продавец и покупатель, то связывает, да, и делает эту сделку безопасной, продолжение этой сделки безопасной. Также мы тратим достаточно большое количество денег на исследование развития рынка, потому что рынок не стоит на месте, тренды и все остальное. Маркетплейсы берут на себя комиссии эквайринга, соответственно, каждая транзакция, которая в маркетплейсе происходит, эквайринг берет свой процент, но это не должно касаться нашего конечного, назовем так, потребителя, клиента, и не должно касаться селлеров. То есть маркетплейс берет это на себя. Ну и научные исследования и сбор данных. Естественно, что мы не можем развивать свой продукт без данных, которые сейчас, больших данных, да, назовем так, без искусственного интеллекта. Все эти технологии также стоят денег. Саунус, я думаю, мы проверим все эти ваши позитивные, скажем так, введения, эти риски, которые вы берете на себя. У нас в следующих дискуссиях будут крымские производители, которые вышли на маркетплейс, имеют определенный опыт, и мы проверим, на самом ли это деле так или нет. Ильзар Ханум, у вас очень большой опыт работы в формате ТВ. А теперь вы работаете в интернете. Да? Студия Храдинис Продакшн и портал Crime Annotators Club представлен во всех соцсетях, в Ютубе. Есть ли принципиальная разница работы вот в таком формате?
Ну, мы Сейчас говорим вы об меня не информации и удержите, я буду соцсетях. много говорить. Нет, я буду контролировать тайминг. Хорошо. Конечно, есть большая разница, потому что когда мы работали на телеканале, ну, я думаю, и такая же система сохранилась и сейчас, дело в том, чтобы развиваться в нужном, как говорится, направлении и фарватере, понимать своего потребителя, но нужно постоянно понимать своего потребителя. Для этого, и я понимаю, что не только одному телеканалу, нужно было всем телеканалам, потому что все находились абсолютно в конкурентном поле, и неважно, это там были, например, там национальные каналы или на уровне региона, все равно это была определенная конкуренция, и нужно было понимать, что потребителю нравится, а что ему не нравится. И мы, на тот момент мы покупали эти рейтинги, которые мерили ежедневно, ежеминутно, ежесекундно, как нас смотрят. То есть мы очень четко понимали, что вот, допустим, идут новости с сюжетом, мы увидели, на каком сюжете человек переключился. Ему это вдруг неинтересно. То есть как эта система строилась? Вообще она строилась так, на уровне государства, то есть там Совет по телевидению и радиовещанию заключал контракт специальный, независимый, которая по своей чистейшей репутации могла предоставить и организовать такие рейтинги. Ну там это был, например, GFK, это мировые такие, потом была французская компания. И компаниям телевизионным предлагалось купить эти рейтинги. Ну, для нас это стоило, представьте себе, даже для регионального канала это было ровно 10 тысяч долларов в месяц. Но рейтинги эти представлялись каждый день на утро, вот они просто появлялись в 8 часов, и мы видели просто посекундно, что и как происходит. Поэтому для нас, как телеканала, было очень легко ориентироваться и двигаться. Поэтому говорят, как вы такие успешные стали? Ну, успешные мы еще стали, потому что мы очень любили свое дело, да, и любили свой народ, и очень хотели, чтобы у нас был там канал номер 1. Но то, что мы подходили к этому грамотно, профессионально, это был факт. Я представляю, сколько это стоило для там, национальных каналов. Это несколько десятков тысяч долларов, чтобы четко понимать, где мы находимся. Сейчас в соцсети этого не требуется. Сами с платформы, они предоставляют эту информацию, точно такую же. И мы точно так же ориентируемся, то есть это не вслепую, что мы делаем, для чего мы делаем. То есть мы видим, сколько нас посмотрело, причем в разных разрезах. То есть это в разрезе гендерного, да, там мужчина больше в разрезе возрастной структуры, в разрезе социальной, то есть кто эти люди чаще всего, потому что человек, когда регистрируется, он примерно там, сама сеть понимает, что это, какой сферой они примерно заняты или интересуются. Поэтому мы точно так же бдим и не работаем вслепую, а знаем, куда мы идем. Поменялись ли требования к продукту, исходя из доступности, скажем так, и самих вот этих вот данных, да, скажем так, их себестоимости? Но они не поменялись глобально, это удовлетворить своего потребителя или сформировать спрос на эту продукцию. Бывает, что это еще не знакомо на рынке, это что-то новое, но опять-таки, когда мы это выпускаем на рынок, скажем так, мы сразу, благодаря соцсети, сразу же мы видим этот фидбэк, просмотры, процент удержания, например, сколько процентов досмотрело этот контент до конца. Не просто там зашло и посмотрело первые 3 секунды, а именно досмотрело до конца. И для нас такие проценты, конечно, они нас воодушевляют, когда это там под 70-80%, хотя в стандартах интернет-продукта это даже 10-15%, это считается хорошо. Потому что, представляете, эта сеть вываливает любому там на его страницу все, что хочешь, в его ленту. И когда мы видим вот такие просмотры, мы понимаем, что аудитории мы очень нужны. Это вот прям то, что мы производим. Естественно, что если это чуть, допустим, хуже, или мы не туда пошли, или это какая-то скучная программа, или это не так, то есть это сразу заметно, мы сразу ставим себе оценку в этом отношении. То есть оперативность, она сейчас просто сумасшедшая. Но другая сторона этой медали, это, конечно же, прямая коммуникация с потребителем этого продукта. Конечно. Какие Причем она качественная, не только количественная, комментарий. То есть, когда выходит контент, то есть мы можем видеть и до 300, до 500 комментариев, они там еще поругаются, как обычно. То есть мы это тоже фиксируем, понимаем, там, какие настроения, где-то тоже корректируем свою деятельность в этом отношении, в качественном понимании. Или наоборот понимаем, что мы где-то там такую какую-то в рану залезли. И вы знаете, что потом у нас формируется дискуссионная площадка Меркес, и мы начинаем это прорабатывать. Потому что мы неравнодушны к тому, о чем у нас думает народ и что его беспокоит. Сагунус, Алимир Ханум, ваши выводы на этом этапе, что, скажем так, поменялось у нас вместе с социальными сетями? У нас, наверное, поменялось, во-первых, восприятие этого мира. Мне кажется, мы стали в какой-то мере
более позитивными, более конструктивными. С другой стороны, на мой взгляд, обезличивание вот этого вот комментариев, то есть это все-таки лишает персональной ответственности. Мы говорим о том, что комментатор, он деперсонифицирован, он лишен индивидуальности, он лишен лица, а соответственно лишен ответственности. Значит, можно что? Можно все. Вот это вот система без границ, без каких-то правил, без ограничений, без каких-то формирующих вещей. Вот это обратная сторона. Но мы стали открытие, мы стали динамичнее. И очень важный момент, на который вот я очень с большой гордостью говорю об этом, то, что мы стали больше понимать ценность саморазвития. Потому что именно этот формат позволяет саморазвиваться в полном объеме, с небольшим количеством затрат. Это затратно, конечно же, это затратно. Но если мы говорим о как-то большом уехать, учиться и вернуться, это несоразмеримые затраты. И наш народ этим успешно пользуется. Особенно, что касается людей среднего возраста и молодежи. Хотя, опять-таки, вот возрастной фактор – это фактор объективно работающий, но от этого саморазвитие, самопризнание, самозначимость не меняется. И мы, как народ, как вы говорили, народ, который умеет начинать все с нуля, эти вещи мы осваиваем с нуля и реально работаем. Можно привести огромное количество примеров узнаваемых трендов крымско-татарских, которые являются очень яркими, очень эффектными субъектами процесса такого формирования этого пространства. И местного рынка в том числе. Осман Бей, если говорить об адаптации бизнеса к цифровым технологиям, какую бы вы оценку поставили этому процессу? На самом деле бизнес идет на какие-то шаги, да, только тогда, когда видят прямую выгоду. То есть если, например, то есть какие-то эфемерные, назовем так, обещания, да, о том, что-то когда-то как наладится там, или нужно двигаться в этом направлении, пока бизнес не почувствует, а бизнес это равно деньги, да, назовем так, да, про деньги в основном. То есть не делать никаких шагов. То есть нам порой приходится адаптироваться, да, и внедрять где-то без даже ведома бизнеса технологии какие-то и так далее. Поэтому, если мы говорим сейчас про бизнес, который и про маркетплейсы, которые сейчас запущены, например, в странах СНГ работают, то технологический и пользовательский опыт на низком уровне находится. Если сравнивать с мировыми гигантами, такими как AliExpress, Amazon и другими. Чем же мы все-таки отличаемся, да, то есть от мировых лидеров? И почему мы все-таки лет на 10 так опаздываем? На мой взгляд, 10, потому что я думал, что это расстояние оно будет со временем сокращаться, но, к сожалению, вот за 10 лет я понял, что не сокращается. К сожалению, пока не сокращается. Вероятнее всего, есть на это причины, точно назвать не смогу. Вероятнее всего, где-то есть регулирование, да, какое-то, где-то есть возможность неготовность бизнеса, да, идти на эти шаги и так далее. Но если мы говорим про то, где мы отстаем, естественно, что внедрение искусственного интеллекта, внедрение machine learning, машинного обучения и использование больших объемов данных, здесь мы отстаем. Это однозначно. Почему? Потому что, естественно, что на данный момент маркетплейсы уже предлагают, да, персонализированную подборки и так далее. Но то, как это делает Amazon технологически, нам далеко. Естественно, что у нас есть уже чат-боты, но то, когда эти чат-боты появились у крупных игроков и когда они появляются у нас, то есть разница колоссальная, да, и качество обработки информации, получения, и взаимодействия пользователя с этими сервисами. Если говорить про еще пользовательский опыт, да, то дополненная реальность и виртуальная реальность, то есть у нас ее я не встречал на наших маркетплейсах, но встречал инструменты, да, дополненной реальности на зарубежных маркетплейсах, где я могу, к примеру, диван, на котором я сейчас сижу, могу прям сфотографировать свою комнату и представить этот диван и посмотреть, как он будет смотреться в интерьере. Моделирование. Да, то есть у нас, к сожалению, сейчас пока этого нет. Голосовые помощники и голосовой поиск. У Amazon есть, получается, умная колонка, которая позволяет легко делать заказы
делать повторные заказы, и искусственный интеллект помогает это делать максимально качественно. У нас такого также нет. Хотелось бы затронуть еще сферу интернет-вещей, то есть по факту очень много вещей, которые нас окружают, подключены к интернету, будь то автомобиль, будь то там, ну, очень много вещей. Да. Мы по факту сами так или иначе связаны с интернетом практически там, на 50% вся наша жизнедеятельность сейчас. И работа, и отдых, и другие сферы. И представьте, если ваш холодильник, подключенный к интернету, будет сам совершать заказы. То есть Мечта любой домохозяйки. ну, я думаю, Или что такие технологии уже существуют, такие технологии уже в крупными брендами внедряются в свои товары. То есть это как минимум уже происходит. У нас нет игроков, которые это делают. Блокчейн и криптовалюта. Естественно, криптовалюта как инструмент для оплаты товаров за товары, а блокчейн как инструмент, который позволяет сделать сделку безопасной и проверить все цепочку, что действительно товар был произведен в Италии, а не в Китае. Хотя я ничего против китайских товаров не имею, естественно, и против киталийских товаров тоже ничего не имею. Но так или иначе, блокчейн позволит проконтролировать сделку целиком.